средства массовой информации перед каждым мэром города Якутска мусорят вопрос строительства мусоропереработки и питомника для бродячих собак. Насколько они вообще актуальны и жизненно важны для города? Спасибо, Лариса. Ну, по мусоропереработке я еще раз сказал, что мы его обязательно должны построить в любом случае, потому что, вы знаете, может это немножко пафосно звучит, но появление вот этого производства или его отсутствие, это вообще вопрос отсутствия или наличия цивилизации в нашем городе. Вот, и мы его обязательно, потому что реально вот сейчас мусорная тема, ну, еще не очень понимают, но реально это становится вопросом для нас таким барьером для дальнейшего развития города. Мы уже производим в год порядка 200 тысяч тонн мусора, по некоторым расценкам, так, некоторые, ну, 120 считают, да, но это огромная масса, которая должна обязательно утилизироваться. Сжигаться она будет, там, перерабатываться как, но она должна исчезнуть. Иначе эта груда мусора нас с вами всех похоронит здесь, в этой узкой долине Туймана. Что касается питомника для собак, то питомник у нас, он практически достроен, пункт передержки безнадзорных животных. Правда, я вот не очень понял, но по требованию ветеринарии там очень значительная площадь отведена под бродячих кошек. Вот. Так, кошек вроде бы не так много у нас бродячих, но говорят требования. Так. Ветеринарии, ну, закон есть закон. Поэтому пункт этот уже достроен, ну, почти достроен, начнет работать уже в начале 2015 года. Мы его, еще раз говорю, я всегда, вот со мной же многие здесь спорили, так, в особенности вот моя любимая газета, так, «Якутск Вечерний». Вот, но я всегда говорил, что мы должны действовать строго по закону. Полномочий у муниципалитета на строительство таких объектов последние годы не было. Вот в прошлом году, после того, как был принят республиканский закон о том, что полномочия нам передаются вместе с средствами, вот, естественно, мы уже можем это дело брать на себя, ну, в том числе и вот обустройство всех этих отделов, конкурсы проведены, строительство идет, и там на Чеченко этот пункт уже появится. И последний вопрос такой жизненный или какой-то личного характера. Вот по восточному гороскопу заканчивается год синей лошади, да? Ну, синий у нас как-то вот так ассоциируется не совсем адекватом вообще, да, по отношению к человеку, допустим. И наступает год синей козы. Ну, все синие у нас сейчас, все синие. Как вы вообще относитесь к гороскопам? Положительно отношусь. И по вашим оценкам, год синей козы каким будет для вас лично? Вот я честно скажу, я пока гороскопа 2015 года еще не читал, в том числе по синей козе. И, допустим, под Новый год, стоя у елки с вашей семьей, что вы себе и своей семье пожелаете? Самое главное — здоровье.